реконструкция, скольки зданий получается? 4, 5? 4 реконструкция, плюс еще дом оружейника, который надо прицепить. Значит, мы к реконструкции 4 зданий подходим с временными мерками лет на 50. Как бы это как? Здание не выдержит. То есть, в принципе, все достаточно просто. Значит, есть выборгская программа, есть фонд развития территории, который дает на проектирование деньги, значит, муниципальным образованием и региональным властям. Значит, у нас есть завязка ИЖМАШ, это технологические парки, это оружейное производство. У нас есть высокие технологии на любом оружейном производстве. На развитие технологического комплекса оборонной промышленности до 2020 года выделяется 21 триллион рублей. Значит, основная проблема отечественного оборонного комплекса – это отсутствие передачи технологий из военной закрытой зоны в гражданскую. То есть мы делаем замечательные ракеты, но мы при этом не умеем делать ни телефоны, ни планшеты, ни что бы то ни было потребительское. Почему? Реально технологии, которые есть в закрытой зоне, они позволяют это делать. Просто, какая-то такая странная особенность, значит, я предлагаю одну простую вещь сделать. То есть вот то, что у нас идет разговор о технопарке достаточно давно, прийти к тому, что на базе Ижевска реализовать, наконец, идею о трансфере технологий из военной зоны в гражданскую. И на деньгах, заработанных на этом процессе, можно реализовать многие и культурные проекты, потому что в любом случае для любого культурного проекта нужна база. То есть нужна база, город должен быть успешным, город должен зарабатывать деньги, прежде чем он будет... То есть территория в первую очередь должна быть успешной финансово. То есть Татарстан почему развивается? Почему они центр Казани полностью снесли и заново его построили? Почему? Потому что там есть деньги. Деньги там есть, потому что там есть успешная промышленность и есть правильный подход к развитию этой промышленности. Давайте начинать с того, что у нас должен быть правильный подход к финансовой базе всего этого процесса. Спасибо.